скажем, обладатель Гран-при Ярыгина в 2016 году. Это, по сути, первая значимая победа. Все-таки нет, это всего лишь участие в этом турнире было для него знаковым. А первая золотая награда была добыта на мемориале Пеликоне в Италии в 19-м. Далее европейский чемпионат в 20-м, тоже золото. И, по сути, вот сейчас с этими значимыми наградами он подходит к тому, чтобы хорошо себя проявить на чемпионате Европы. Да, ну и как Тютрин является многократным призером чемпионатов России. И, по сути, у нас два хорошо известных нашей публике борца сегодня встречаются в полуфинале под флагами других стран. Схватка стартовала. Хорошо с первых секунд начинают завязываться и достаточно крепко так цепляются. Первая попытка немножко раскачать соперника, обозначил проход, но не стал идти дальше. Спортсмен в красном трико. Ариан пока здесь много ищет. По-разному прихватывает, снимает руку с головы, вернее, Тускаев. Да, Тютрин постоянно старается нагружать шею соперника, видим мы. И пока достаточно статично так заняли центр ковра оба борца. Скоростей, характерных для этой весовой категории, пока еще не видим. Вот здесь рефери говорит о том, что Тютрину нужно быть активнее. Ну да, первое замечание, далее уже будет, соответственно, activity time, который могут на него повесить. Возымеет ли вообще какой-то это эффект? Срывается захват. Пытался здесь поработать даже с дистанцией. Вот уже, кстати, не первый раз вижу такую тактику. Сегодня так украинский спортсмен пытался бороться с Ахмедом Усмановым. То есть вытаскивая переднюю руку, как в боксе, да, как на джебе, держал и не сильно-то и сближался. Вот характерный. Вот здесь хорошо попытался Тускаев зацепиться за ногу, не удалось. Да, и все-таки будет activity time для Раяна Тютрина. Есть у него 30 секунд для того, чтобы заработать первые баллы. Хотя на табло мы этого пока не видим, но вот на соседнем табло, которое находится непосредственно в Словакии, в Братиславе, вполне четко этот секундомер видит. Пытается зайти с правой стороны через правую руку в ближайшую ногу. Еще одна попытка. Не сдается, конечно, Раян, как только не пытался здесь активничать в отведенное на это время. Ну а Азамат получает первый балл в свою копилку и тем самым выходит вперед представитель Сербии. Так. Сейчас будет пассив уже для самого Тускаева. Пока что, конечно, это предупреждение, потому что до перерыва не хватит времени для activity тайма, но, тем не менее, нужно борцу в синем трико быть поактивнее. Сбрасывает опять Азамат захват сверху, опять за шею прихватились. И аккуратненько так правую руку постоянно пытается протянуть до бедра, но вовремя периодически убирает эту ногу как раз таки Азамата. Теперь изнутри попробовал. Да, первый период подходит к концу, и на самом деле очень статичная и силовая борьба вообще для весовой категории минимальной, до 57 килограммов. Давайте посмотрим, каким будет следующий период. Буквально последние сейчас рекомендации своим спортсменам дают их секунданты. Так, пауза какая-то нужна. Скорее всего, табло настраивают, и вот сейчас можно продолжать.
Хочется активности, хочется большей, как головой, очень жестко работает. И причем, да, сигнализирует Ускаев, его, вернее, тренерский штаб, секундирует о том, что вот так немножко нарушал правила, вроде бы и незаметно, но такие маленькие борцовские хитрости. Да, но на турнирах подобного уровня без хитрости не обойтись. Очень часто бывает. И вот здесь Тютрин, конечно, очень сильно нагружает спину соперника. Там был близок рефери для того, чтобы дать уже активити Тускаеву. И вы слышите, Action Blue. Судьи показывают единодушно, абсолютно, практически одновременно. Да, о чем Роман-то и говорил. Происходит Activity Time. И сейчас Азамату Тускаеву нужно совершить какое-то результативное действие. Напомним, друзья, это полуфинал. Квалификация, четверть, все уже позади. Здесь мы с вами посмотрим 57 полуфинал. 2, 1, 0. Да, счет становится равным на табло, но тем не менее есть небольшое преимущество у белорусского спортсмена по последнему действию. Спортсменов в красном трико, будем называть их так, пока не появилось у нас табло, чтобы было понятнее. Вот здесь есть хороший шанс у Азамата. В ногу зашел. Вытащит ли за ковер? И сюда попробовал. И вправо, и влево. Да, это балл. Это балл. Слышим, и кричат: не расслабляйся, Тютрину. Да, но Тускаев сразу включается моментально после того, как чуть-чуть упускает лидерство. Сразу идет вперед, зарабатывает балл и вновь оказывается впереди. С преимуществом в 1 очко. Счет 2-1. Вот сейчас поинтереснее. Наверняка, по правилам должна пойти схватка. И по сути первая атака, на самом деле, которую мы видели в этой схватке. До этого еще так вперед активно не шли. Я бы даже сказал, оплошность, которой как раз-таки воспользовался Азамат. Там чуть-чуть завис в этом положении. Вот сейчас активничает Тютрин. Да, сейчас пытался ответить как раз сопернику, но не удалось этого сделать. Очень жестко давит, но абсолютно закономерно действует. Да, ну и какая, конечно, невероятная физика у обоих спортсменов. Здорово. Какая самоотдача. Идет вперед, уже 5 секунд до конца. Смотрим, сумеет ли белорус что-то придумать. И все. Здесь мы точно увидим челлендж. Ну да, уже Так как, да, представитель Беларуси эту кнопку нажимает там уже по полной программе. всю силу, мне кажется, свою вложил в то, чтобы зажать сейчас. Но мы его понимаем. Эмоции. Это последняя вообще хоть какая-то надежда зацепиться в этом противостоянии за что-то, каким бы на первый взгляд челлендж был бы провальным, да, и абсолютно бессмысленным. Но попробовать надо. Да, но секунданты, тренеры обязаны сделать все возможное для своего спортсмена. Попытаться зацепиться за малейшую какую-то возможность заработать балл. Да, челлендж проигран, о чем мы с вами и говорили. Азамат Тускаев таким образом получает еще один балл в свою копилку, выигрывает со счетом 3-1 и проходит в финал, который мы увидим завтра.